Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. По данным Сахастата, с начала этого года уровень общей безработицы снизился на 0,5% пункта и составил 6,6%. В июне количество безработных составило около 33 тысяч человек. Каково состояние на рынке труда в регионе на данный момент, расскажет гостья студии Елена Калашникова, председатель Государственного комитета Якутии по занятости населения. Елена Виссарионовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько же сейчас граждан в Якутии зарегистрированы как безработные? На сегодняшний день количество безработных граждан, которые зарегистрированы в нашей службе занятости, составляет 6634 человека. Это на 10 тысяч меньше, чем было в августе прошлого года. Ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле руководства нашей республики и федерального центра. И Госкомитетом занятости организован ежедневный превентивный мониторинг ситуации на рынке труда. У нас установлены тесная взаимосвязь и взаимоотношения со всеми работодателями, которые осуществляют свою деятельность на территории республики. Могу официально заявить, что высвобождение, увольнение и сокращение работников, связанных с санкциями, которые введены против Российской Федерации, на территории нашей республики не планируется и не зафиксировано на сегодняшний день. А также в республике реализуется вот уже продолжительное время проект «Местные кадры в промышленность». Какие результаты дал проект с начала его реализации? Проект достаточно популярный в нашей республике. Мы реализуем его с 2017 года. В настоящее время в проекте участвует 43 компании, которые ведут деятельность на территории республики. По итогам полугодия работу нашли у нас 6700 человек. Из них большая часть – это молодежь в возрасте до 35 лет. 3700 человек нашли работу. Безусловно, здесь лидирует промышленная отрасль. Компания «Алроса», компания «Колмар», «Сахатранснефтегаз», «Арктик Капитал», которые достаточно активно принимают на работу местные трудовые ресурсы. Но с прошлого года мы расширили границы проекта, включили дополнительно предприятия строительной отрасли, дорожного хозяйства, транспорта и энергетики. Поэтому в этом году у нас также по этим отраслям тоже есть свои лидеры. Это компания «Якутскэнерго», компания «Лорб», «Железные дороги Якутии», «Рикавтодор», которые также активно принимают на работу нашу молодежь. Поэтому проект достаточно популярный, потому что очень просто найти работу. На сегодняшний день в республиканской базе вакансий у нас 12 тысяч единиц открытых вакансий. Все они размещены на общероссийском портале «Работа в России». И, безусловно, служба занятости готова оказать содействие каждому, кто хочет найти работу как в рамках проекта, так и вне рамок проекта по другим отраслям экономики. Ну и надо отметить, что действительно деятельность проекта повлекла за собой и положительную динамику. А вот если говорить о молодежи, все-таки часто сталкивается население с такой проблемой, как надо устроиться на работу, а без опыта не берут. Как поступить в этом случае? У нас есть особый механизм для такой категории граждан, особенно для выпускников вузов, которые не имеют практических навыков. Проект называется у нас «Наставничество», стажировка. То есть молодому человеку или молодой девушке, которая хочет устроиться на работу, но не имеет опыта работы, мы оказываем меры государственной поддержки. 10 тысяч рублей получает у нас, прошу прощения, 20 тысяч получает у нас стажер, 10 тысяч получает наставник, который помогает приобрести эти практические навыки работы, адаптироваться в коллективе и таким образом пройти безболезненно этот этап первого трудоустройства. Кроме этого, все компании, которые у нас работают в рамках проекта «Местные кадры промышленность», реализовывают и свои корпоративные проекты, которые помогают нашей молодежи адаптироваться на новом рабочем месте. Получается, что подобные проекты ориентированы не только на трудоустройство, но еще и на переобучение. Переобучение в рамках проекта мы также ведем. Не только безработных, но и незанятых граждан, которые ищут работу. За счет средств государственной программы содействия занятости мы готовы дать дополнительное профессиональное образование или повысить квалификацию всем желающим с целью последующего гарантированного трудоустройства. Скажите, а как проходит процесс обучения в рамках наставничества? Наставник, который назначается молодому специалисту, полностью первые 3 месяца, можно сказать, работает вместе с ним. Показывает, каким образом нужно производить те или иные действия в рамках производственного цикла организации или компании в зависимости от отраслей экономики. Помогает наладить правильные взаимоотношения как с коллегами, так и с руководством, линейными руководителями.
помогает приобрести все навыки корпоративной культуры и обеспечивает максимальную вовлеченность в рабочий процесс молодого специалиста. Елена Виссарионовна, давайте поговорим и о трудовой занятости несовершеннолетних детей. Вот 2 года пандемии все-таки дали о себе знать. Мы давно не вспоминали о том, как работают дети во время летних каникул, но сейчас вроде как ситуация стабилизировалась. Какие итоги можно подвести вот к текущим числам? Вы совершенно правы. Действительно, последние 2 лета, которые у нас были пандемийными, мы ограничивали количество желающих несовершеннолетних граждан, которые у нас трудоустраивались в летний период. На текущий момент в это лето у нас летней занятостью будет охвачено 5343 человека, несовершеннолетних гражданина, и 117 детей пройдут у нас, приобретут трудовые навыки в оленеводческих стадах. Это наше особенное такое мероприятие для того, чтобы поддержать традиционные отрасли хозяйствования и чтобы была преемственность некоторая. Действительно, очень многие главы районов, улусов обращались к нам в прошлые годы, потому что мероприятие очень востребовано. Дети приобретают первые практические навыки работы, участвуют в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, активно участвуют в сельхозработах, растениеводство, овощеводство. Ну и, соответственно, вот эти трудовые навыки, безусловно, помогают им в последующем при построении карьеры для того, чтобы понять, что такая трудовая дисциплина, что такое работать в первый раз. И, безусловно, здесь мы обязательно с работодателями проводим работу, чтобы полностью обеспечивать реализацию Трудового кодекса. Несовершеннолетние граждане могут работать от 24 до 36 часов в неделю, не более того. Ну и, безусловно, условия труда должны соответствовать возрасту наших несовершеннолетних граждан. Какие меры поддержки для работодателей сейчас принимаются Госкомитетом занятости нашей республики? Действительно, с начала текущего года, с начала специальной военной операции на федеральном уровне было принято решение о том, что рынок труда должен находиться, во-первых, в мониторинге, и, опять же, превентивные меры недопущения сокращения или увольнения работников – это, безусловно, приоритет Государственной службы занятости. Республике выделены федеральные средства в размере 270 миллионов рублей для того, чтобы мы могли помочь работодателям в случае введения неполного режима работы, в случае неполной занятости работников, если такое случится. Мы готовы оказать меры поддержки, организовать или общественную работу, или временную занятость работников, соответственно, чтобы полностью сохранить уровень заработной платы. Кроме того, новое мероприятие, которое мы в этом году реализовываем, это профессиональное обучение граждан, которые находятся под риском сокращения. В текущем году 3 работодателя у нас изъявили желание участвовать в этом мероприятии. 2 авиакомпании, авиакомпания Якутия, авиакомпания Алроса, которые предполагают, что возможно в будущем переход на воздушные судна отечественного производства и, соответственно, дополнительные компетенции для пилотов, которые у нас сейчас летают на Боинге и не имеют навыков работы с отечественными воздушными суднами, они сейчас проходят у нас обучение. Кроме этого, компания «Алмаздортранс» у нас тоже также участвует для того, чтобы работники могли сохранить занятость в пределах своего предприятия с учетом новых знаний, новых умений. Скажите, а данная инициатива будет продолжена для того, чтобы еще как можно больше работодателей принимали участие в этом проекте? Безусловно, но мы надеемся, что ситуация на рынке труда все-таки останется стабильной. Рисков сокращения, как я уже сказала, у нас на сегодняшний день не отмечается, но тем не менее, если такое желание у работодателей наших появится, мы будем продолжать эту работу в данном направлении. Следовательно, работодатели сами выходят на Государственный комитет занятости населения? На сайтах, на своем сайте, на социальных страницах мы размещаем объявления о подборе работодателей. Ну и еще раз отмечу, что в рамках мониторинга, который мы проводим, мы видим, если вдруг планируется даже естественное движение кадров, мы сразу же составляем индивидуальный план для каждого предприятия. Допустим, 2 человека планируются к увольнению в августе или в сентябре текущего года. Соответственно, мы также предлагаем свои услуги для того, чтобы данные работники могли переобучиться и сохранить свою занятость.
И если мы говорим с вами о занятости, то, наверное, не следует забывать, что все-таки население принимает самое активное участие в этой деятельности. Скажите, а какая деятельность сейчас ведется по национальному проекту «Демография»? В рамках национального проекта «Демография» мы также организовываем дополнительное профессиональное образование граждан отдельных категорий. Очень высокая у нас востребованность этого мероприятия, ежегодно показывает. В текущем году мы планируем обучить не менее 2000 жителей нашей республики. На сегодняшний день 1051 гражданин уже приступили к обучению. Какие это категории? Безусловно, это мамочки, которые находятся у нас в декрете, это женщины, которые имеют детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях, это граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, которым необходимо приобрести дополнительные компетенции, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, чтобы дальше продолжать свою трудовую деятельность, либо найти новую работу с новыми знаниями. Каков сейчас банк вакансий у нас в республике? Более 12 тысяч вакансий у нас, работа у нас есть. Каждый желающий соискатель может ознакомиться с ними на общероссийском портале «Работа в России», трудвсем.ру. База у нас ежедневно актуализируется, пополняется, поэтому на сегодняшний день вот этот рост количества вакансий говорит о том, что предприятия и организации Якутии не только продолжают свою стабильную работу, но и наращивают свои производственные темпы, о чем говорит и рост вакансий. Скажите, вот хочется мне вернуться к программе переобучения. По каким направлениям трудовой деятельности можно получить новую трудовую квалификацию? Но сейчас много говорят о том, что каждый гражданин, каждый работник должен иметь кроссфункциональные компетенции. То есть не только по основной своей деятельности, но и приобрести дополнительные. И как раз в рамках наших программ мы это можем обеспечить. Очень востребованы у нас являются рабочие профессии. Практически 2/3 вакансий это у нас рабочие специальности. Поэтому мы активно учим этим направлениям. Но есть у нас и наши партнеры по федеральному проекту. Это Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства при президенте Российской Федерации, которые очень интересные образовательные программы предлагают для повышения квалификации лиц, уже имеющих высшее образование. Со всеми этими образовательными программами, их более 600, можно также ознакомиться на портале «Работа в России», выбрать вкладку республики, выбрать образовательную программу, подать заявку. У нас все в электронном виде, достаточно удобно для граждан, для жителей нашей республики. Надо ли быть для этого обязательно безработным, или человек, который сейчас занимает какую-то должность, может переобучиться и в этот же день оформить заявку и зарегистрироваться и так далее? Да, кроме безработных, как я уже отметила, у нас вот женщины с детьми имеют право, даже если они уже работают, переобучиться. И вот граждане пенсионного, предпенсионного возраста, молодежь, там все категории обозначены. В любом случае, каждую заявку мы рассматриваем, даем какие-либо советы, помогаем в выборе образовательной программы, проводим профориентацию для того, чтобы действительно гарантированно трудоустроить гражданина, если он соискатель, или сохранить его занятость. Обязательно проводим профориентационные мероприятия для того, чтобы человек, который не определился с выбором профессии, мог это сделать с помощью наших консультантов. Благодарю вас, Елена Виссарионовна, за содержательную беседу и спасибо, что согласились стать гостьей нашей студии. Спасибо большое, приглашайте. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.